Мир, труд, май. И в Ингушетии тоже большой праздник, потому что здесь, в колыбели всех ингушей, в горной ее части, в Джиратском районе, наконец-то открылась самая красивая локация Цей Лоам, на которую я был приглашен и в очередной раз приехал. Друзья, всех приветствую. Хамзи, меня зовут Артем. И уже тысячи и тысячи туристов со всей России посетили и увидели, оценили это красивое место. Здесь чувствуется живая история, и действительно мы можем к этому прикоснуться. И что хорошо, это пока что бесплатно. Но а те, кто еще сюда не приехал и не увидел, есть я вам прямо сейчас все покажу. Ну а прежде подпишитесь на мой канал, поддержите лайком, делитесь своими впечатлениями у меня здесь внизу в комментариях. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие новые видео. Знаете, если скажешь, у нас самые лучшие горы, у нас самые лучшие там Джиратский район, Ингушетия, но наравне с другими субъектами, красивыми субъектами нашей Российской Федерации, у нас наравне с другими очень красивый район, город, республика. У нас красивые люди, а сегодня я не забыл, я много раз ходил в Мир, труд, май, вот, веселый праздник был, дома давали по рублю. В центр идешь, каждому отец давал по рублю, и мы шли, значит, мороженое, там, буратино, коржики, 7 копеек, по-моему. Да? 8. 8. Наверное, Малгобеки, а у нас 7 копеек. Вот. Мы и так жили. И нас это объединяло, и независимо от чего-либо. 1 мая в сердце Ингушетии на Цейламском перевале я посетил открытие, на мой взгляд, самой красивой горной локации в нашей стране Цейлом. Подчеркну, что я родился и вырос на Алтае, побывал в 37 странах и знаю, что такое красота природы. И поверьте мне, это место без всякого сомнения настоящая ингушская сказка. Локацию Цейлом придумал, построил и открыл с заботой и душой предприниматель Алаудин Парчиев. Человек, который вложил сердце в будущее своей республики. Он решил сделать эту локацию не ради бизнеса, а ради будущего своей республики, чтобы сохранить историю и культуру своих предков, к которым Алаудин относится с трепетом и большим уважением. Бизнес это как? Вот он бизнесмен, он как это, Аллах, ну что? Слушай, он должен, конечно, деньги зарабатывать. В переводе это он, говорит, деньги зарабатывает. Да, он должен деньги зарабатывать. Но он социально ответственный. Он интегрирован в социальную среду своего общества, своего субъекта. И он потребность видит и детям, и малоимущим. Много чего помогают. Поэтому я очень благодарен бизнесу. Это тоже. Мы не должны их ставить там, вот он лучше. Слушайте, бизнесом заниматься, вот я всю жизнь с армией ни дня не занимался ничем, кроме государевой службы. Но я понимаю, я бы не смог. Ну, у меня такой. У него свой характер. Большое спасибо. Ну, у бизнеса сейчас очень комфортные условия. Вы очень хорошее внимание уделяете, поддержку даете. А вот в хороших делах мы одно хорошее дело провели, но мы подключимся еще, будем с пресс-центром на связи. В ближайшее время наша группа компаний подключится и будем реализовывать еще добрые дела. Как вы уже могли увидеть, локацию посетил глава Республики Ингушетия Махмуд Алим Шариппович Калиматов, который по достоинству оценил работу Алаудина и его команды и остался в полном восторге от увиденного. Я вот просто удивляюсь, откуда фантазии вот это берутся, как это можно было сделать. А вот это. В следующий раз мы туда идем. Всего доброго. Также локацию Цейлом посетили и по достоинству оценили уважаемые старейшины республики, алимы, и, к примеру, я познакомился воочию, представляете, с самим потомком пророка Мухаммеда, мир ему, Абдуллой Бедери, который, хочу заметить, смотрит мои видео. Артем, иногда ты воюешь с ними, но мы тебя поддержим. Спасибо, на расстоянии, но все равно. Спасибо. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы тебя уберег Все хорошо будет. от всего плохого. Слушайте, раньше делали террасы, и в основном было все террасное строительство. Вот поэтому мой внук сегодня мне вот ты говорит, в горы едешь? Я говорю, да. А мы с тобой потом, я говорю, надо будет привезти. И сейчас это в моду пойдет. Вот после этой террасы это пойдет в моду. Все начнут делать террасы. Сидишь себе здесь, шашлык, я ну, ламы, виды И вид красивый. Открыли
мангальную зону, Казан. Здесь будет достаточно много мест. Наконец-то разгрузит кафе Цейлаам. Здесь можно будет попробовать вкусный ингушский шашлык, который, я знаю, что вы готовите, да? Будем знакомиться. Как вас зовут? Абдулла. Вот. Абдулла, про которого я рассказывал, кстати, в прошлом выпуске. Вот он в реальной жизни, я с ним познакомился. Рассказывайте, что вы готовить будете здесь, вот в мангальной зоне. Мы здесь готовим практически больше даже, что мы готовили в Москве. Имеется в виду, что здесь разновидности мяса свежее, из телятина яблоко, из телятина корейка, из баранины шашлык, люля, корейка, перепелки, дорада, семга, креветки, все с Богом есть. И плов мы готовим по рецепту моего учителя, благодаря его Сталик Ханкичиев, вы, по-моему, знаете, Да, да. который меня лично познакомил с Алауддинов и отправил сюда, чтобы руководить это место. Я даже надеюсь, что наш друг сегодня попробовал, Да. что я давал. Надеюсь, что это было вкусно. Да, мы с моим другом, который меня сейчас снимает за кадром, попробовали шашлык из курицы, из говядины, и стейк у вас еще был, все было вкусно. Стейк, да? Да, Спасибо мы, большое. да, оценили по Я достоинству. надеюсь, что в следующий раз вы придете и Да. попробуйте морепродуктов, Мгм. шашлык во французском стиле. Да, обязательно. Давайте Окей. пройдем, да, к вам. Прошу вас, Да. заходите. Пойдем Мы смотреть. заходим. Прямо. Да, Здесь как раз стройка, которую здесь вы видите, это от Сталика Ханкишиева. мгм. Два мангала, прямо самые современные. Отсюда я вам могу показать наш Пойдемте. казан. Пожалуйста. Так, приятного. Вот казан тот самый, в котором все Казан, готовят. который Да. мы сегодня готовим. Да. Его, пожалуйста. Вот большой, вместительный. Да. Шашлык. Мы сегодня готовили узбекский плов, называется ферганский, Ферганский. классический, с рисом чунгара. Мгм. А завтра или в следующий раз с Богом мы будем использовать 6 видов риса. Одни из видов. 6 видов. Ну, Басмати назову будет? 2 или... Басмати будет? Басмати есть, Да, вкусно. но он последний сорт, потому что он один из дешевле, чем Да. остальные, которые у Ага, нас есть. вот так. У нас лазер, у нас чунгара, у нас плов будет один из новых блюд, который Сталик делал в прошлом году. Его на самом деле нету в Москве, это только по заказу. Да. Мгм. Я сам работаю там шеф-бренд и Мгм. делаю плов зеленый, Зелёный. называется ялла. Ялла. Значит, на килограмм плова, на килограмм риса, килограмм мяса, там еще и печень идет. Общая сумма мяса, такая и будет общая масса зелени. Попробуем. От укроп и петрушка, который вы знаете, там обязательно должен быть райхан, или как называется базилик, и зеленый, и красный. И обязательно там должно существовать мята. Мгм. Так буду я вас пригласить, буду я вас Обязательно ждать в следующий приедем, раз. да. А Спасибо. знаете что, Абдулла, здесь не только вкусный шашлык и ваши блюда, здесь еще и вкусный вид. Вы посмотрите, как Это можно точно. съесть. Я А, сам- покажи вид из окна на горы. Да, пойдемте. Вот. Посмотрите, какой вид на Кавказский хребет, на Ингушские горы. С таким видом захочется все сразу попробовать. А еще у вас есть, да, наверху, Прошу да, вас. пойдемте, место. Здесь наши завтраки. Как я вас слышал, вы уже говорите про то, что Алаудинов. Да, Видно, что делали его предки. Да, тот да, же да. стиль такой. да. Алаудин А сохраняет что культуру, да. исторически? С уважением к культуре относится, да. Посмотрите, здесь есть ингушский орнамент на каждом столе. Это опять же история. Опять же, Алаудин большой молодец, что он пытается сохранить все это, приумножить. И вот чтобы люди, гости приехали из разных регионов России, может, из других стран. Да, напоминаю, если вы из другой страны, вам нужно заранее позаботиться о разрешении на въезд сюда, потому что это пограничная зона между Россией и Грузией. И будут спрашивать, да, что это значит. Соответственно, официанты будут рассказывать, что это наш орнамент, что это обозначение жизни и так далее. Просторный зал, ну а самое главное, это вид, конечно, панорамные окна в пол. Представляете, вот все видно в любую погоду, и летом, и весной, и зимой. Свежий воздух, свежее мясо, да. Чапелька обязательно, без него никак. Единственное, Вот, я могу да. добавить, если вы разрешаете, только одно. Да. Я буду очень рад, если мы когда-нибудь еще увидимся ровно Увидимся. через 15 месяцев. 15 Почему? месяцев. Почему? Потому что отсюда, где мы стоим, пойдет вон там стройка, Да. одна из лучших гостиниц в Ингушетии. Пятизвездочный, Да. про которую, да, рассказывали. Там насчет еда, которая мне касается, Алаудин хочет делать там мировая кухня. Так.
Так как я из Марокко, я Супер. работал и во Франции, в Италии, это у нас будет мировая кухня. Я вас приглашаю, Спасибо. и будем Сахов, всегда знакомы. Баков. Да, И всё. надеюсь, что вы попробуете. Да, Спасибо большое. Спасибо вам. Thank До you. встречи. Да. Merci. Спасибо Все, большое. Баркала, да. Всё. Строительные работы около мечети продолжаются. Но это, знаете, такие завершительные уже штрихи. Скоро здесь выложат плитку, будет еще намного красивее. Но самое главное, достроили мечеть в ингушском стиле. И знаете, за что я уважаю и ингушей, и Алаудин большой молодец, и вот истинный патриот. Почему я его называю именно истинным патриотом? Потому что он не сделал эту мечеть, я не знаю, в арабском или турецком стиле, он ее сделал в ингушском стиле. Вот минарет в виде ингушской башни. Хочу показать вам, как выглядит мечеть внутри. Я не смогу зайти, да, в женскую часть, потому что здесь есть отдельный вход вот для женщин, мы идем вход для мужчин. Чтобы пройти в мечеть, обязательно нужно разуться, это правило. Нужно уважать другую религию. Я не мусульманин, я христианин по своей религии. Посмотрите, какой здесь ковер. Опять же, окна в пол, арки в ингушском стиле. Вот как прямо у храма Тхаба-Ерды. Какая люстра. Ну, люстра немножко, да, имеет такой арабский стиль все-таки. Как раз марокканский, я не знаю. Ну, в арабских странах можно увидеть. Заметил здесь шкуру убитого медведя, но я шучу. Конечно, это, я не знаю, что это, не буду говорить. Ну, такие приятные, чистые коврики. Тоже, чтобы совершать намаз. Здесь есть четки. Вот, пожалуйста. Ну, так как я не мусульманин, ну, нужно делать омовение, чтобы взять Коран. Здесь лежит Коран, я не буду трогать руками. Их здесь раз, два, да, вот друг мой может показать, что он мусульманин и молился только что почти. Я не знаю, это, наверное, восхвалению Аллаха на арабском. Здесь вот надпись. Опять же, лампа в таком, ну, уже, опять же, не ингушском, а арабском стиле. Но сама мечеть, для меня это важно было. Вы знаете, на что она похожа? Вот честно. Если вы сейчас загуглите храм Тхаба-Ерды, то в древние времена у ингушей не было ни князей, ни правителей. У каждого ингушского общества, там, тейпа, да, был свой старейшина, самый мудрый человек. И вот старейшины в похожем месте, вот там в храме Тхаба-Ерды, собирались, да, чтобы решать какие-то ингушские общие вопросы. И вот это место мне как раз-таки напоминает как совет тейпов того времени, вот, где они собирались. Поэтому Алаудин, кстати, поймал эту атмосферу, и у меня вот такой вайб, то есть чувство. И вы знаете, это все сделано из камня. Братья для ингушей, аварцы, на славу потрудились. Кстати, Алаудин вместе со своими сыновьями заложили фундамент, да, так сказать, первый кирпич, первый, скажем по-ингушски, камень настоящий. Эти камни из Дагестана, вы не думайте, что их здесь взяли, потому что Алаудин очень трепетно относится к локации, к своей родной земле и знает, что ингуши были бы недовольны, если что там вдруг, так сказать, взять, убрать камень, каждый камень на локации сохранен. Браво, я ставлю большой лайк, дай Бог побольше таких людей, как Алаудин, храни его Бог. Вы знаете, в чем уникальность этой мечети? Я не зря ее сравнил с древним храмом Тхаба-Ерды, который находится в заповеднике Эрзи. Здесь точно такая же кладка, вот прям точно такая же кладка, как у храма Тхаба-Ерды, которой больше 1000 лет, понимаете? Здесь ребята, да, дай Бог им здоровья, потрудились на славу. То есть каждый камень на совесть был здесь положен, уложен, его топориками, молотками вот так вот рубили, можно сказать, не применяя какую-то современную технику, например, знаете, не знаю, как называется, напишите в комментариях, пила с водой, она вот пилит, знаете, вот башенный комплекс Биш, например, именно так восстановили уже по современным технологиям, но это уже новодел и новострой. А здесь и не скажешь так с первого взгляда, что это новодел и новострой. Посмотрите, какая крыша, вот это все ингушская архитектура. И вот отдельный лайк за это, конечно, предпринимателю, патриоту, настоящему истинному ингушу Алаудину Парчиеву. А теперь я хотел бы поговорить о самом главном. Когда вы приезжаете в гости в Республику Ингушетию, несмотря на то, что наша с вами страна светская, не забывайте с большим уважением относиться к местному населению, которое проживает здесь, да, в горах и на равнине, и чтит, так сказать, свои традиции, обычаи предков, которые передавались от отца к сыну, ну и так далее. Так вот,
Я вас очень прошу, я вот русский по своей национальности, христианин, соблюдайте, пожалуйста, дресс-код. Не ходите в майках, вот в таких, как алкоголички, да, девушкам в топах, в шортах и так далее. Вот мой дресс-код: кроссовки, широкие джинсы, рубашка, футболка. У меня, если будет жарко, с собой, если что, куртку взял, потому что начало месяца здесь прохладно. В мечеть, например, вот в эту, вы не сможете зайти с открытыми плечами, с открытыми ногами и так далее, в обтягивающей одежде. Я вас, ради бога, прошу, чтобы у вас не было здесь конфликтов, чтобы не портить ваш личный, так сказать, праздник и впечатление, да. Просто соблюдайте местные правила, обычаи, традиции. Немножечко почитайте, да, о жизни ингушей и о правилах региона. И это еще не все, это большое начало. Мне есть еще что рассказывать и показывать про Республику Ингушетию. Я рад быть здесь гостем, да, и меня здесь уже гостем не считают, потому что я для ингушей, так сказать, уже свой, да. Да, и в конце концов, в Ингушетии я тоже ингуш. Делитесь своими впечатлениями от увиденного у меня здесь внизу в комментариях. И лично я очень счастлив и доволен, что приехал. Здесь лучше, чем в Арабских Эмиратах. Ну, все, заиграли ноты патриотизма. Но вы не забудьте подписаться на мой канал, поддержать, конечно, лайком, нажать на колокольчик. Меня по-прежнему зовут Артем. Я с вами не прощаюсь. Берегите себя в эти нелегкие времена. Увидимся совсем скоро. Пока.